10 лет назад продолжительность жизни в республике составляла 64 года. Сегодня жители Коми впервые перешагнули 70-летний рубеж. Закрепить результат повышением уровня медицины в регионе. Такую задачу в своем докладе Сергей Гапликов ставил год назад. Мы понимаем, что останавливаться на достигнутых результатов мы не имеем права. И поэтому общий объем финансирования отрасли увеличен и составляет в 2017 году 21 миллиард 600 миллионов. Важнейший вопрос – это оперативность и качество медицинской помощи. Как результат, больше 2 десятков машин скорой помощи, дополнительный вертолет санитарной авиации, территориальный центр медицины катастроф в Ухте. Уже приносит свои плоды проект «Вежливая регистратура». Восполняется кадровый недостаток. Капитальный ремонт на 32 объектах здравоохранения. На 162 миллиона закуплено современное оборудование. Уровень смертности снизился сразу по 4 показателям. Отдельное направление модернизации – развитие сосудистых центров. Самым значимым приобретением стал ангиограф для республиканской клинической больницы. 3D-картинка позволяет рассмотреть каждый сосуд головного мозга. Врачи решаются на уникальные операции. Удобная функция, она очень нужная. В нынешнее время без нее, мне кажется, уже никакое ангиографическое исследование не должно проводиться, потому что это уменьшает нагрузку, дозу пациента, то есть дозу на врача, ускоряет процедуру саму и дает настолько много информации, которую мы не могли раньше получить столько информации. И с помощью этой информации мы уже можем выбрать нужный нам ракурс для того, чтобы прооперировать пациента. Уже присмотрели несколько человек, с которых мы уже можем помочь. Не отправлять куда-то в институт в дорогостоящее лечение, да, а делать все у нас, буквально недалеко от дома. Не меньше вложений региона и в сферу образования, подчеркнул в прошлогоднем докладе Сергей Гапликов. И вот создано и оснащено 875 новых ученических мест. Еще 230 в детских садах. Продолжается строительство школы в Сыктывкаре и Усть-Куломе. Открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных школьников. 56 тысяч детей охвачены летней оздоровительной кампанией. Проект года по дополнительному образованию «Технопарк Кванториум». Конечно, мы желаем, чтобы такие технопарки, и будем делать все, для того, чтобы они были в каждом муниципалитете нашей республики, как филиальная сеть, объединяющая ресурсы методического и инфраструктурного самого современного пространства. 270 тысяч жителей Коми в 2017 году получили социальные выплаты. Это больше 7 миллиардов рублей. 1800 многодетных семей воспользовались региональным семейным капиталом. Среди регионов северо-запада Коми в лидерах по объему поддержки и многообразию направлений использования сертификата. Эффективное расходование средств, выделенных на социальные обязательства, было и остается важнейшей задачей правительства, отметил в докладе Сергей Гапликов. Отмечу, что перечень мер социальной поддержки в республике расширен. Например, с 2017 года возмещаются расходы на проезд к месту обследования и лечения онкологическим больным из труднодоступных районов. Это предложение сельчан также было принято по итогам общественных слушаний в муниципалитетах. И еще до 2018 года продлен срок действия регионального семейного капитала. 296 детей-сирот обеспечено в 2017 году жильем. Это больше 200 миллионов рублей, в том числе и федеральные средства. Растет число трудоустроенных граждан с инвалидностью. Поэтапно модернизируется социальная инфраструктура. 91 объект в прошлом году адаптирован в рамках региональной программы «Доступная среда». Открыто 120 новых мест в домах-интернатах по северо-западу. Это самый большой объем работы за 2017 год. В соответствии с поручением президента России, очередность на устройство дома-интернатов к 1 января 2018 года должна была быть ликвидирована. Республика Коми досрочно выполненное поручение это, и к 1 апреля 2017 года мы в прошлом году впервые в истории нашей отрасли добились того, что у нас отсутствует очередность на устройство в стационарное учреждение социального обслуживания населения. Для аграрного сектора 2017 год стал историческим. Господдержка сельхозпредприятий и фермерских хозяйств более 400 миллионов рублей. Обеспечены все заявки на техперевооружение. Запущен первый этап возрождения рыбопитомника круглогодичного цикла в Сосногорске. Там же начат один из самых амбициозных за последние 30 лет инвестпроектов стоимостью более 3 миллиардов рублей. Для республики это 250 новых рабочих мест и свежие овощи собственного производства, причем уже к Новому году. Благодаря этим и другим масштабным проектам, а также
изменению подходов в господдержке в сельском хозяйстве со стороны правительства и Российской Федерации, и правительства региона, отрасль вступает в новый свой этап развития. Наша теплица совместно с пригородом, совместно с другими мелкими предприятиями будет производить всего лишь 50% от потребности нашей республики. Половину, да. Остальная часть у нас остается для привозной продукции. Если рынок хорошо откликнется и мы будем это чувствовать, то мы готовы расширить наше предприятие, увеличивать объем производства и, соответственно, закрыть все потребности республики. Коми по итогам 2017-го вошла в топ регионов-лидеров по темпам развития культуры. Введены 3 новых объекта. 42 отремонтированы, модернизированы еще 56. Оплату труда повысили сразу на 30%. Есть большое серьезное внимание к отрасли, есть желание продвигать самые разные направления. То, что касается профессионального искусства, то, что касается культуры на уровне муниципалитетов, и это радует. Ну и есть конкретные шаги, все-таки реализуется дорожная карта, идет повышение заработной платы, и, как глава сказал, на этом мы не остановимся. 2500 жителей по программе переселения переехали из ветхого в безопасное жилье. Дорога на Нарьян-Марь реально строится. Перезагрузка отношений с крупными предприятиями, обозначенная в докладе главы региона, дает свои результаты. Растут налоговые поступления в бюджет и программы соцпартнерства. 37 соглашений о сотрудничестве. Объем инвестиций во все сферы жизни региона в 2017 году больше 2 миллиардов. Это помимо социально значимых проектов, например, модернизация ТЭЦ. Мы обеспечим с нашим ТЭЦ примерно 20% из потребностей электроэнергии республики. Это значительная часть. И 100% из домов Вешвы они получают от нас отопление и горячая вода. Столь масштабный инвестиционный проект по своему объему порядка 8 миллиардов рублей, энергетический, один из самых крупных инвестиционных проектов энергетики Северо-Западного федерального округа. Ну и, конечно, самый крупный в республике Коми. Отдельное внимание год назад глава уделил северным моногородам. И сегодня Минэнерго России уже отметила позитивные результаты работы по налаживанию стабильного энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского районов. Выполняемые поручения президента Российской Федерации по вопросу функционирования энергетического комплекса Воркуты, правительство республики совместно с Федеральной антимонопольной службой ПАО «Т+» проработала вопросы по ремонту и модернизации Воркутинской ТЭЦ-2. Утверждена инвестиционная программа на 2017-2019 годы. Она предусматривает средства в объеме 1 миллиарда 700 миллионов рублей. В августе 2017-го градообразующее предприятие «Интауголь» оказалось на грани закрытия. Но, как и заявлял Сергей Гапликов, правительство не оставило интинцев один на один с проблемами. После встречи с премьер-министром России из резервного фонда страны были перечислены 1 200 000 000. Этого хватило как на выплаты всех долгов перед работниками и поставщиками ресурсов, так и на подготовку к возобновлению добычи топлива. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».